Поехали. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Саш, что ты несешь?». Мы в прямом эфире. Эфир проведу я, Федор Павличенко, и мой коллега. Александр Трощенков. Мы редакция «Реформ.бай». Ну, смотрите, у нас сегодня такой в очередной раз оригинальный формат. Я не в студии, признаюсь, я немножко на отдыхе, а Александр в студии работает за троих. Саша, ну давай начнем, наверное, с главный вопрос, какая из них главная тема. Я хотел начать с темы уголовного дела нового. Их каждый день с десяток новых уголовных дел, но этот вроде особенный случай. Генпрокуратура объявила о том, что заведено уголовное дело на участников онлайн-марафона солидарности с политзаключенными. То есть уже до мышей доколебались. Я так понимаю, что там по делу идет под 60 человек, как они сказали, и делом занимается ГУБОПИК, и всех, наверное, тех, кто участвовал в этом онлайн-марафоне, в том числе, может быть, не знаю, какие-нибудь исполнители, там какие-нибудь журналисты и прочее, прочее, все будут привлечены к ответственности. Как это будет сделано, непонятно, но сам факт. Я так понимаю, что это в очередной раз показывает, как нервно власти реагируют на любые попытки белорусского общества самоорганизоваться, собрать деньги на помощь тем, кто попал за решетку, попал просто в плен к этому самому ГУБОПИКу. И, знаешь, единственная мысль, которая возникает, что все правильно сделали. Ну да, еще это говорит о том, что когда собаке нечего делать, она яйца лижет себе. Поэтому, то есть ГУБОПИКу не хочется снова оказаться ненужным, поэтому, не сидеть же без дела, вот уголовные дела возбудить надо. А одно дело, когда человек завел дело, посадил, а тут завел дело, сажать никого не надо, а дело есть, вроде как работу делаешь. Вообще, Ну да, это удобно. 60 человек, 60 уголовных дел. Там, наверное, загрузить, наверное, весь ГУБОПИК вместе со Следственным комитетом, не знаю, месяца на 3, на 4. Ну, в общем, такая прикольная штука. Ладно, ну, хрен с ним, с ГУБОПИКом, это их дело, пускай заводят свои уголовные дела. Есть еще более интересная, более важная информация, немножко уже устаревшая, но я все-таки похвастаюсь, это, мы в том числе приложили руку к тому, чтобы обнаружить информацию о каком-то фонде первого президента, фонд первого он называется. История в чем, что Минюст в октябре еще прошлого года зарегистрировал фонд с очень странным названием. Знаешь, как это? Пошел бы сам, попытался зарегистрировать, наверное, бы вряд ли дали. Ну, то есть это очевидно какая-то отмашка, очевидно, что это со стороны властей инициатива. И фонд называется «Фонд первого президента Республики Беларусь». Что, в общем, говорит о многом. Да? Ну и когда я увидел адрес, по которому этот фонд зарегистрирован, это Красноармейская, 15, это та самая не резиденция или псевдорезиденция Александра Лукашенко, о которой стало известно из расследования Белпола. Ну, как бы тут Про которую даже получается... оправдывался. Да, и он потом еще даже зачем-то оправдывался, что на него, в общем, не похоже, не характерно это. Сказал, что там какие-то якобы закрытые ранее фонды защиты животных будут размещены в этом здании. То есть непонятно тогда, зачем вот этот спа-салон, который там на первом этаже с бассейнами и с душем развлечений. Ну, не знаю, может быть, как это, чтобы защитники животных могли релакснуть после трудного дня трудового защиты, или там, не знаю, собачек привезти искупать. Ну, как бы очень странное какое-то его оправдание. Ну и, знаешь, первая мысль, которая мне пришла в голову, что это очень похоже на фонды, которые создавались в том же Казахстане, в Туркменистане и во многих других таких, ну, вернее, это, наверное, самые яркие примеры стран, в которых была попытка... Транзита. Алло, алло? Да, все хорошо, ты с нами. Так, Федор тут немножко Ну вот, подвис. опять мы пропали. Это ты пропал. Да, я прошу прощения. У нас, скорее всего, будут такие перерывы в нашей трансляции, потому что у меня хреновая связь. Так вот, это очень похоже на страны типа Казахстана и Туркменистана, где была попытка транзита так называемой власти. Я напомню, что и Назарбаев, и Бердымухамедов, они, наверное, лет за 6-7 начали организовывать вот эту всю структуру, как это должно, как должно устроено быть передача власти, когда создаются какие-то там
хуралы, не знаю, как это, сейчас помню, как это называется, записал себе, Халк Маслахаты, это называется, Туркменистан, это Верхняя палата парламента якобы. Ну, то есть это аналоги нашего белорусского, всебелорусского народного собрания. То есть подготовка начиналась ранее, но потом она доходила до, понимаешь, до мелочей, когда вплоть до какого-нибудь офиса первого президента создавали структуру, потом какой-нибудь фонд, из которого будет финансироваться это все. Ну и как бы вот когда появилась информация о фонде Лукашенко или как фонде первого президента Республики Беларусь, ну как бы сразу мысли, а не есть ли вот эта попытка создать ту самую одну из институций, которая будет отвечать за транзит власти. Вот, как бы, я понимаю, Александр, ты, мягко говоря, в это не веришь, но, может быть, давай ты свой... Ну да, конечно, интересно всегда послушать твою конспирологию, особенно с учетом того, что она мало имеет отношения к тому, что будет происходить. Конечно, ну, я бы совсем с тобой не согласился, но проблема в том, что у меня нет своей версии. Я не понимаю, зачем это происходит. Конечно, формально это очень похоже на то, что ты говоришь, что создаются какие-то структуры, там, должности, которые Лукашенко будет занимать после того, как он или уйдет в отставку, или не уйдет, или у него там по-другому начнет называться эта должность, которую он будет занимать. Но все равно у меня ощущение, что это вот он просто первый, кто все эти расклады похерит. И вопрос только, вот я не могу, у меня нет объяснения, зачем он это делает. То есть, знаешь, стареющие диктаторы же, ну, постоянно, у каждого из них какой-нибудь заскок. Кто-то там рассказывает, что он там умирает уже там 20 лет от рака. Кто-то рассказывает, ой, старый я стал, нужен преемник. А потом, ну, первый, кто соглашается на преемника, тут же к стеночке. Ну, там же, они все так игрались. Поэтому, ну, как бы, с одной стороны, да, но с другой стороны, действительно, какие-то шаги предпринимаются. Вот Лукашенко же там проговаривался на встрече с Качановой, когда там требовал, чтобы все эти конституционные законы были приведены в соответствии с Конституцией, что не надо никакой турбулентности. Вот какие-то вот, какой-то дискомфорт он испытывает, и вот действительно по разговорам видно, что что-то там он думает себе. Но не знаю, это либо какой-то такой спектакль для Путина, которым он обещал уйти, либо это он сам пытается себя убедить, что какая-то более, не знаю, стабильная модель возможна. Но зная Александра Лукашенко, ну просто первый это закончит, как только кто-то в это начнет верить. Ну смотри, я бы, знаешь, не отбрасывал все версии, потому что мне кажется, что, конечно, на него оказывается давление, в том числе из Кремля, чтобы он сворачивал свое уже шапито и отправлялся на покой. Но вот сам тайминг того, как организуются такие структуры, мне кажется, тоже говорит о чем-то. Вот смотри, я просто посмотрел и в Казахстане, и в Туркменистане, и во многих других странах это происходило очень-очень заранее. То есть, если брать условно вот этот стандартные 7 лет, на которые, ну, заранее, это значит 7 лет, да, то есть еще Ну, то он есть себе... переходный период какой-то такой. Да, переходный период, когда нужно приучать общество, что он, возможно, займет какую-то другую должность, что какой-то, может быть, даже будет преемник. Но тогда это получается, вот даже если мы согласимся с тем, что ничего не изменится, никаких там черных лебедей не будет, и он реализует свои фантазии, то получается вот еще 2 года до так называемых президентских выборов в 2025 году, да, где он должен объявить, что он идет, не идет, на какой должности он остается. Очевидно, что он пойдет, ну, то есть я даже не вижу никаких признаков того, зная Александра Лукашенко, что там вообще какие-то попытки будут другой сценарий разыграть. То есть он оставляет еще себе 5 лет, да, и вот получается, что с учетом этих 7 лет, прибавляя его возраст, уже, ну, наступает такая критическая точка, когда нужно определяться. Ну, уже не Остается стыдно отходить. Да, ну, как бы уже не стыдно отходить, уже как бы дедушка старый, ему все равно, и вот это вот все, да, уже, может быть, и не помнить он будет, кто он, где он, и до этого наступления беспамятства создать нужно структуру или каких-то людей подготовить, которые займут его место и будут сохранять его наследие. Так вот, это как раз укладывается. Вот если брать, условно говоря, 22 год, конец 23-й, начало, создание этих фондов, подгонка всех законов конституционных, как ты сказал, потом что там еще?
учет этого тайминга, попытка пересидеть Путина, я еще как бы как очень важный Мгм. маркер этого всего или как бы атрибутик, о котором забывать не стоит. То есть с учетом того, что очевидно Путин, возможно, хотел бы, чтобы Лукашенко ушел, да, и получается, что он выходит условно на 30-й год, когда нужно определяться, кому он дает это место посидеть, и сам он не уходит, он оставил для себя лазейку, что он остается главой ВНС, да, как первый президент Беларуси. Соответственно, я бы не исключал, что и Качанова могла бы жопой своей посидеть на этом месте до какого-то момента. И тот пул, условно говоря, этих губернаторов, или как там называется, председателей облсполкомов, которые тоже, очевидно, им где-то в уши влили, что вы себя проявите, покажите, возможно, вы станете теми самыми наследниками, преемниками. Ну и не надо сбрасывать Колю со счетов. Чем дольше Александр Лукашенко находится на своей позиции, на своей должности, тем больше шансов у Коли вырасти в какого-то более-менее влиятельного человека, то есть обрасти связями, выкормить свою армию подельников, да, или там как-то соратников, да, и чтобы уже он, не знаю, сколько это будет, ну вот еще плюс 7 лет, уже там где-то к Трицону он приближается, ну и Ну уже нет, это можно будет рассматривать. 25 ему. Ну, все равно, вот если брать какого-нибудь, условно говоря, Качанову, которая тоже уже будет не молодая, да, или какого-нибудь еще персонажа такого из окружения постарше, то получается, человек посидит какое-то время и место погреет для Коленьки. С другой стороны, этот сценарий, насколько я понимаю, попытались разыграть в Казахстане, и он не прокатил. То есть тот же Такаев очень быстренько взял все в свои руки, и несмотря на то, что он там приходил на должность как такой, знаешь, человек, который не проживет и 3 лет, ну, во всяком случае, он выглядел, мягко говоря, не молодцом, да, ну, здесь уже Мгм. такой в возрасте человек. Сейчас он производит впечатление человека, который готов эту должность удерживать долгие годы, и более того, очистил Казахстан от любого наследия самого Назарбаева. И, ну, я думаю, что тоже такой пример для Александра Лукашенко, и опять же, совет ему, что ли, от бывшего От президента, елбасы. от елбасы, как не нужно делать и как нужно делать. И это говорит о том, что он, скорее всего, если, опять же, никаких изменений, вот прям внешнего давления не усилится, не появится каких-то черных лебедей, не изменится ситуация в регионе, то, ну, можно говорить, что будет сидеть он как бы до Коленьки, пока не помрет, и все остальные сценарии, конечно, менее вероятны. И то, что мы сегодня обсуждаем про это создание фонда, это всего лишь какая-то, если не второстепенная, даже, может, вообще третьестепенная, да, линия страховочная, которая создается на всякий случай, может быть, даже просто показать тому же Путину, что я какие-то предпринимаю действия для того, чтобы уйти. Ну, Ну, вот такая история, мы ее не плюс первый раз проговариваем. Плюс не нужно забывать, что Лукашенко при всем своем недозаконов, вот этой яркой там, политической харизме, как ему кажется, он же достаточно удалый формалист. Ему всегда вот нужно, конечно, не по законам, но какие-то правила, нормы, чтобы были. Вот эта конституция, единый день голосования. И видно, что вот это все изменения подгоняются под единый день голосования. И понятно, ты правильно говоришь, что в этих елбасных странах там неважно, как называется должность, но если ты уже не первый, как они говорят, то ну, там чего же стоят твои заслуги. Мы видели это с Зарабаевым, и как там Си, предшественника своего, выводил из заседания. Вот. Так что, я думаю, нельзя исключать, что Лукашенко просто хочет провернуть такой, как внутренний консенсус, как он его видит, как он с Конституцией пытался сделать. Вот вы же выходили, там хотели новую Конституцию, вот нате вам новую Конституцию. Что вас не устраивает? То есть, Ну да, и он максимально, кстати, по поводу этой конституции, если ты помнишь, максимально пытался типа отстраниться. Это вы делаете сами, да. это не моя инициатива, это прямо инициатива с мест, вот эти все сказки, ну как бы каждый диктатор пытается представить это как волю народа. Вот ну там комменты пишут, что фонд надо назвать фонд Умки. Ну да, это же там защитники животных, опять же, как ее Василевич, его пассия, которая одна из инициаторов законов по защите животных. И вообще, я так понимаю, что она решила искупать свою вину защитой животных. Возможно, и именно так будет реализован, в конце концов, этот фонд.
И вот еще Вожик Патриот пишет, что фонд уже был, навошта яшчэ один. И, ну, как бы я бы не путал настоящий фонд, где скапливаются миллиарды, говорят, что за время правления Лукашенко там могли скопиться вообще до сотни миллиардов долларов, это немножко другое. Тут все-таки какая-то формальная, рассчитанная на, ну не то чтобы цивилизованное общество, но закладывается изначально модель, когда этот фонд, он не государственный, он вроде как инициатива граждан, и это скорее похоже на какую-то попытку встроить структуру в цивилизованное общество. Возможно, он все-таки верит, что это цивилизованное общество ебатик когда-то состоится. Ну да, вот тут Вот. бросается в глаза вот этот, конечно, косплей, потому что в нормальных неебастых странах оно уже принято так, что там президент уходит в отставку, предполагается, что он там особо не разбогател за это время, поэтому там им создается или какой-нибудь think tank, где они там пишут аналитику, или он ездит там с лекциями. Ну, то есть, что такое, чтобы просто как... Ну, потому что бывший президент тоже какой-то, в каком-то смысле, опора власти, там, символ преемственности, государственности и так далее. Ну, вот видно, что как бы они там не презирали, там, не боялись Европы, там, вот этих ценностей, все равно вот хочется вот такое, как у людей. Ну да, как у людей. Кстати, Евген Жданович, спасибо за донат. Он написал, что фонд «Саша, что ты несешь». Ну окей, создадим мы тоже фонд. Кстати, у меня еще одна возникла такая мысль, что Лукашенко же он не молодеет, как и мы все, дряхлеет, видно, со временем там начнет паранойя обостряться, тем более, ну, также человек такой мнительный достаточно. Ну, вот, как ты думаешь, может быть, возникнет такое, что он начнет искать там в своем кругу какую-нибудь крамолу и спросит того, кто создавал этот фонд, а вот ты назвал его первый, так ты что, значит, предполагаешь, что может быть и второй, кроме меня? Так что беспокоюсь я за Эйфорд или кто там. Знаешь, Саша, это правда такой, знаешь, поход по минному полю, потому что, ну, как бы Александр Лукашенко же, ну, понятно, что он пытается все это переложить на кого-то, вот как ты сказал, кто первую голову поднимет, его к стеночке поставить, и Сталин такие штуки любил, знаешь, там пожаловаться, а кто-то, не дай бог, сорвется, и потом за решеточку пошел и к стенке. Так вот, здесь тоже у этих чиновников, у окружения, у них, очевидно, он им какой-то запрос проговорил, да, что вы там подготовьте какую-то почву на всякий случай, вот эти законы, помнишь, даже Конопатская что-то вякала про нужно гарантии первому президенту дать, что вот как бы никто его не накажет и так далее. То есть он сам пробрасывает и ищет этих инициативников, которые начнут ему рассказывать, как они обеспечат вот это вот, ну как бы, знаешь, как-то испуганно постарается угадать его мысли. И я вот думаю, знаешь, что еще одна новость, которая сегодня прилетела, это про разработанный экскурсионный маршрут, посвященный Александру Лукашенко в Могилевской области. Это примерно из той же серии. То есть он куда-то, очевидно, на этих всех встречах с чиновниками, с вертикальщиками, он где-то то, что в эфир нам не дают, проговаривает, ну, ребята, я скоро уйду, вы там подготовьтесь, вот это все. Ну, и подожди, они уже... И они кто-то уже поверил, понимаешь, они уже кто-то поверил, что, ну, блин, ну не зря же он говорит, надо что-то такое предложить. И они ему вот этот даже не культ личности уже пекут, а они ему создают какие-то, ну, знаешь, такие вот, как будто он уже ушел. Вот на самом деле довольно прикольно звучит эта информация. Посмотрите, у нас на Реформбай сегодня материал вышел. Создан туристический марафон «Дорога первого». Его придумала вот эта наша замечательная Горецкая сельхозакадемия, Могилев облтурист при поддержке Главного управления образования Могилевского облсполкома. Детей туда, короче, тягают, показывают парту Лукашенко и всякую такую вот херню. Но это тоже, понимаешь, вот, ну я даже вот как бы восхищаюсь смелостью этих людей. То есть они вообще идут реально по минному полю, ему завтра какая-нибудь вожжа или там Умка укусит за пятку, и он скажет, или там увидит, что Путин действительно помирает, и он вернет все как бы на круги своя, еще там начнет прокачивать по-настоящему культ личности, и эти люди первые поедут за решеточку, потому что, ну, как бы крамольную мысль забросили в общество, что, оказывается, действительно может быть второй.
Ну да, я с тобой соглашусь. Единственное, с чем поспорю, что ты говоришь, что это не выходит в паблик, а оно выходит, по крайней мере, очень активно выходило в паблик, если вспомнить, как раз во время вот этот период разработки Конституции. Там же было видно, что Лукашенко там прям кидает, ну предложите мне, Да-да-да. предложите. И мы же вот думали, что это же такая прям золотая акция. Если появится человек, который скажет, а давайте Коленьку, наконец-то уже как-нибудь формализуем там законы, его претензии оформим на власть, ну, у этого человека могла взлететь карьера. Но почему-то вот никто не решился. Потому что, видимо, знают, насколько там Лукашенко вздорный старый неприятный дед, что вот предложишь ему Колику, он скажет, а что, а меня все уже списали? Ну, нет, так не пойдет. Саша, а вот смотри, а тут же такая палка о двух концах. Мы с тобой в прошлом эфире, позапрошлом, рассматривали персону Натальи Качановой, и она сейчас во власти тоже. И то есть у нее тоже, ну, наверняка, ну, просто видно, у нее эти фантазии влажные крутятся в голове, что надо как-то очень тонко, очень так намекнуть, очень как-то так пролезть, и, возможно, я стану тем самым вторым президентом Беларуси. Так вот, вот ты представь, вот встает какой-нибудь Шпаковский, да, пан Скворцов, как у нас сейчас принято, или господин Скворцов, как принято называть, и говорит, знаете что, давайте сделаем наследником Колю. А сидит Качанова и такая, ах ты, сука, я тебе это припомню. И ты понимаешь, что ты как бы с одной стороны уже такой стареющий диктатор, с другой стороны такая со стеклянными глазами Качанова, которая голову откусит и не поморщится. И уже как бы, ну, знаешь, с этими инициативами выступать довольно стрёмненько. Ну Я да. поэтому думаю, что одно из объяснений, почему кто-то смело и решительно не встал и не сказал, что давайте все-таки Николая на царство, это как раз присутствие Качановой и еще какого-то там блока, который претендует на, ну, возможную власть, в случае чего. Ну, представь, ну, Качановой, допустим, там в Москве сказали, все, ты будешь уже президентом, мы уже с Ргорычем договорились обо всем, он уже сейчас эти оглобли свои сворачивает и поедет отдыхать на, куда там он хотел, на Байкал или там в Дальний Восток посмотреть российский. Животных Ну и спасать. да, животных спасать, да, Василевич будет. Ну, как бы умку, опять же, откачать нужно будет. Ну, короче, да, тут такая палка о двух концах, и для чиновников это такая действительно сейчас дилемма. Повестись на шутку, либо все-таки смотреть в стеклянные глаза Качановой и не И рыпаться. кивать. Да, лучше всего кивать. Да, кстати, вот сегодня было заседание, давай мы на другую тему, я вот сейчас посмотрю комменты, что нам набросали. Вожик Патриот пишет, что марафонная справа, протяг карагодный. Ну да, у нас любят эти Да у нейминг. нас все справи протяг карагодний. Вот, Максим Петров пишет, пытанне да дарагой рэдакцыі, калі АГЛ зыдзе нават намінальная, як на гэта адрагуе Европа. Ці не першы гэта крок на сустрэчу Европе? А вот слушайте, хороший вопрос, Максим. Я думаю, что это как раз будет в Европе расценено как шаг навстречу. То есть, несмотря на то, что, условно говоря, во что я не верю, вот еще раз повторю, я не верю, что придет какой-то другой человек на место Лукашенко, что он позволит это сделать. Но если действительно этот сценарий каким-то образом реализуется, то это действительно в Европе найдется очень много желающих воспринять это как шаг навстречу. И как попытка каким-то образом перевернуть страницу, может быть, даже какую-то часть политзаключенных добиться выпустить. Ну, то есть это действительно, ну, такое лакомое предложение для Европы. Это будет рассмотрено как шаг навстречу. Несмотря на то, что та же Качанова, ну, я бы сказал, что даже более пророссийская или прокремлевская, чем сам Лукашенко. Тут вопросов вообще нет. Ну, тут, знаешь, неправильно только говорить об этом как о каком-то будущем, потому что это на самом деле неоднократно было и в прошлом. На самом деле у Лукашенко в Европе очень много лоббистов, очень много беспринципных людей, которые бы погрели руки там и половили рыбку в мутной воде. И такое неоднократно происходило. Я помню в 2008 году, когда вот это было перед 2010 годом якобы потепление, там просто толпы этих носились лоббистов, которые хоть какой-то аргумент искали, хоть что-то появлялось, или даже не появлялось, они придумывали. Я, например, помню, такое было движение за отмену смертной казни, ну и правозащитники думали, так, и так Запад поворачивается к Лукашенко, так давайте хоть что-то урвем, там, смертную казнь, например, отменим.
Ну и там уже лоббисты говорили, что на самом деле не надо требовать слишком многого. Отмена смертной казни для белорусов — это как бы, ну вы что, это прям как они как белые люди начнут жить, что ли? Но давайте вот говорить о том, что существует неформальный эмбарго на смертную казнь. Ну и там действительно был какой-то период, когда там в течение там, нескольких месяцев никого не расстреляли. Вот. Ну и это уже продавалось как какое-то там просто невероятное достижение. Лукашенко там чуть ли не с Ганди уже там на одну ступеньку ставили. Ну и то же самое касается таких шагов, например, как освобождение политзаключенных. Мы тоже неоднократно проговаривали, что отношения Лукашенко с Европой, там, с Западом испорчены по целой куче направлений. И там политзаключенные — это, наверное, наименьшее, что беспокоит Запад. Но там освобождение даже какого-то небольшого количества политзаключенных там, или какого-то количества, скажем так, известных политзаключенных, но это бы дало серьезные козыри в руки таких людей, когда хоть что-то Ну, штука в хорошее том, отметить Саша, можно. знаешь, что, если уж говорить про эти торги, то я пока не вижу никакой возможности даже для самого Лукашенко начать эти торги. Дело в том, что он в прошлые разы мог начинать этот торг, потому что хотя бы частично, хотя бы относительно, хотя бы минимально он все-таки мог принимать решения. Сейчас не очень похоже на то, что он способен принимать решения, особенно с учетом того, что тот же Владимир Путин и за меньшее голову отрубал, он как бы на самолетах люди падали. И вот этот условный разворот на Запад сейчас в Кремле, разворот, вообще это очень громко сказано, даже попытка каким-то образом наладить какие-то минимальные отношения будет воспринята как предательство, и это будет просто расценено как, как бы призыв убить этого Лукашенко наконец, и все. Смотри, я единственное хотел еще поговорить, перескочу немножко на другую тему, про лоббистов Лукашенко и про политиков на Западе, которые хотели бы сделать хотя бы минимальную карьеру на том, что они якобы размораживают отношения с Белоруссией и с самим Лукашенко. И мне кажется, что партия, которая сейчас победила в Словакии, мы об этом писали на выходных, это партия, боже, мне все время хочется сказать «Смерть», она «Смер» называется, да, и это партия, которая возглавляет Роберт Фицо. Значит, этот человек даже в самой Словакии называет его пророссийским политиком. Человек, который выступает за прекращение помощи Украине, военной помощи, хотя, насколько я понимаю, он смещает, как хороший популист, смещает с военной помощи на гуманитарную, что мы будем оказывать гуманитарную помощь, а военную не будем. И этот человек, я просто напомню, он приезжал в Минск, наверное, одним из первых таких больших европейских лидеров, да, официальных представителей, который в 2016 году приехал на старте разморозки отношений с Евросоюзом. И тут первый сразу вопрос, как будет вести себя Словакия. Во-первых, он еще не получил должность премьер-министра, да, там довольно сложная у них структура по политическим коалициям, но все-таки меня меньше интересует, как будет Словакия после этих выборов относиться к России, к Украине. Меня больше интересует вопрос, будет ли размораживание отношений со стороны Словакии с режимом Лукашенко. Потому что Фицо называет таким, знаешь, аналогом Орбана, венгерского премьер-министра, который, в общем-то, особо никогда с Лукашенко отношения не портил. На твой взгляд, я знаю, что ты говорил с экспертом Мисежниковым по этому вопросу. Вы обсуждали это. Григорий Мисежников, наш давний автор, эксперт iSense. Что он думает по этому поводу? Будет размораживание отношений с Лукашенко или нет? Нет, он, конечно, расстроен, потому что действительно там очень много опасений по поводу того, в каком направлении пойдет Словакия. Там прогнозируют уже все там проблемы и с правами человека, и с верховенством права, и с независимостью судов, с интеграцией европейской. И, конечно, он больше беспокоится за такие вопросы, но он не верит, что пойдет Фицо на какую-то серьезную разморозку с Беларусью, просто потому что Беларусь для Словакии не в приоритете. Если у Венгрии есть какие-то совершенно прагматические вопросы по энергетике какой-то, плюс уже определенный имидж сложился,
то ну, Фица просто нет какой-то там причины на определенном, совершенно на пустом месте напряженность создавать, нести там дополнительные потери. Плюс ну, у него позиции в Словакии очень, на самом деле, шаткие. Я, например, был в Словакии в 2018 году, как раз когда произошло убийство этого журналиста и его невесты. И на фоне этого там начались просто такие протесты, что вышло, ну, буквально там в городах, по крайней мере, все просто вышли. Вот. И вот в этом избирательном цикле его позиция была очень незавидная. Многие даже говорили, что он может не попасть в парламент. Там против него были бы не возбуждены, было начато производство по 3 уголовным делам, но в итоге генпрокурор по какой-то причине это производство свернул. Ну, то есть он, ну плюс, как ты сказал, там сложная конфигурация выборная, то есть то, что он победил в выборах, ну, это для стран, которые там, ну, для людей, которые живут в странах и не знают там особой ситуации в Словакии, ну, сказать, что кто-то там победил выборы, набрав 23%, ну, это не особо сильно впечатляет. Просто у него там есть возможность создать коалицию с 2 другими партиями. Ну, то есть это не будет говорить о том, что у него там прям какая-то незыблемая позиция, плюс есть в Словакии возможность отправлять в отставку правительство, плюс там далеко не со всеми союзниками у него отличные отношения, потому что на плечах одного из союзников, на радикальной националистической партии, он по сути въехал. Он ориентировался на ее электорат, убедил часть электората этой партии проголосовать за себя, но в итоге партия это не попала в парламент. И у него теперь на одного союзника меньше. То есть, ну, правда, когда у человека такие неприятности, ну, как бы трудно ожидать, что он вот прям бросится мириться с Лукашенко, накликая на себя там очередную критику. Но, с другой стороны, я бы этого полностью тоже не исключал, потому что, ну, почему бы и нет. Но Слушай, ну я просто наш эксперт в это я- не верит особенно. Ясно. Но он, насколько просто мы вынесли это в заголовок, он заявил, что Фицу не отправят, если будет премьер-министром, не отправят посла в Беларусь, да, чтобы вручить верительные грамоты. И я просто напомню, что Беларусь или Лукашенко режим закрыл или закрывает посольство Беларуси в Словакии. Если не ошибаюсь, я боюсь ошибиться, но это буквально в ближайшие месяцы оно будет закрыто, поэтому мне кажется, что и сам Лукашенко особо не рассчитывает на то, что у него удастся наладить отношения с тем же Фицо. То есть еще одну, допустим, какую-то получить опору в Евросоюзе, через которую можно потом разыгрывать свои комбинации по торговле теми же политзаключенными. Ну да, тем более мы видим Вот. отношение Лукашенко к дипломатам собственным, как он их, по сути, на каждом мероприятии бьет просто ссаной тряпкой по щам. Очевидно, что он уже ну, не будет делать ставку на дипломатические какие-то пути решения проблем с Западом. То есть эти посольства уже, по сути, низведены до уровня торговых представительств. О чем, кстати, сегодня было на встрече, о которой мы еще будем говорить. Это было... Ну да, чуть попозже поговорим. Я только хотел, Саша, мостик перебросить по поводу дипломатов не только белорусских, но и в Беларуси, тех дипломаты, которые находятся в Беларуси. И, ну, просто про вопиющий факт стоит упомянуть в этой связи. Это сообщил МИД Украины, они распространили пресс-релиз, комментарий дали свой по поводу мероприятия, которое планируется на 4 октября. Белорусская сторона намерена организовать посещение представителями иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Минске, так называемых мест проживания, обучения, оздоровления украинских детей в Беларуси, которые были вывезены из временно оккупированных Россией городов Лисичанск и Северодонецк. То есть это даже не ДНР, ЛНР, а это вот прям вот недавно оккупированные территории. Оттуда вывезли детей и теперь пытаются прикрыть. На самом деле это преступление. Вот просто без всяких обиняков можно говорить о том, что белорусские власти совершают преступления. И ну, то есть именно за это выдан ордер на арест да, и Путина пытается и Вовы Беловой. использовать
использовать дипломатов, которые находятся в Минске, прикинь, в какую они глупую ситуацию попадают. Ладно, там западные дипломаты, там их там с гулькин нос, да, там швейцарские официальные, что там, венгерские, да, дипломаты. Мгм. А остальные, ну, условно говоря, казахстанские, там, или какой-нибудь китайский. То есть они Киргизский, тоже. да, они уже просто, понимаешь, режим Лукашенко уже просто не стесняясь берет их в оборот, уже пофигу на то, что есть какие-то нормы приличия, что, ну, как бы ты не можешь использовать в таких своих грязных делишках людей, которые приехали представлять страну, с которой ты, возможно, хотел бы, может быть, даже хорошие отношения иметь, да, и что-то продать туда лишнего. Не, пофигу, в топку, всех их отправить навстречу, замазать, заморать, и тем самым прикрыться или там разделить ответственность за свои преступления уже с представителями иностранных государств. Но я просто коротенько это упомяну, это важно было отметить, это такой короткий комментарий. А я хотел бы все-таки вернуться, на мой взгляд, важная тема. Это сегодняшнее совещание Лукашенко. Оно было посвящено, сейчас я его даже процитирую как-то, Созданию совещание комиссии по контролю за экспортом. Не-не-не, подожди. Оно называлось «Совещание по вопросам экспорта белорусских товаров». То есть было целое совещание. В первую очередь, конечно же, рассматривался экспорт в Россию. И вот, как ты говоришь, по итогам совещания потом Лукашенко встретился с послом Беларуси в России Дмитрием Крутым. И там по результатам встречи было заявлено, что будет создана целая комиссия по контролю экспорта в Россию. Я просто хотел бы, ну, может быть, там много было всего наговорено, по большому счету выглядит как похвальба, что они там вторую ветку железнодорожную бросают на Питер, будут строить, что вообще все зашибись, порты строятся, портовая инфраструктура, которая будет принадлежать белорусам, строится. Целых уже 3 порта будет в России, которые будут принадлежать Беларуси. Но главная, ключевая история была все же в другом. Лукашенко сам проговорился. Во-первых, не идут платежи. Рупии не очень-то вкусно кушать. Что-то с рупиями не то. А кроме как с кушать с ними юанями. ничего не получается, потому что они не конвертируются. Ну вот, короче, да. Понапродавали-то, ну, как бы, продать-то продавали, вроде как даже там какие-то миллионы тонн, 8 миллионов, я не помню уже точно цифру, сколько там продали, но вроде как по планам, по количеству, вроде удается продавать. Частично косо-криво железнодорожным транспортом, а вот с оплатой какая-то проблема. И очень яркий пример, это, ну, может быть, до Беларуси еще не докатилось, хотя уже ну куда как не докатилось. Достаточно национальной валюте, вот ты торгуешь, условно говоря, в рупиях, в юанях и в российских рублях больше всего, и достаточно центральному банку этой страны взять и немножко свой рупий или рубль обвалить, и ты остаешься с этими рублями как дурак просто. Вот ты как бы, ты продал, тебе, во-первых, еще не заплатили, то есть, ну, как бы, сказали, ну, там проблема у нас, понимаете, у нас проблема с расчетами, санкции, Мы все еще дела. до 200 рубль не обвалили. До 200 рублей А на заехали. этом фоне берут и обваливают рубль. И я думаю, что сейчас у Лукашенко просто вот, по-настоящему жопа, он как бы вот реально в шоке. Они загоняли в Россию кучу товара, всякого разного, а в ответ им собираются оплачивать рублем, который обесценился там, я не знаю уже насколько там, 30, 40, 50%. То есть штука в чем? Что продавали-то они по одной цене, а получать деньги будут уже по другой цене. И, естественно, это как бы не может не веселить. Я просто еще... Оно мало того, что вот Лукашенко прям главную проблему сегодня обозначил, это дебиторская задолженность. Это еще работает по-другому. То есть еще один есть эффект этого всего девальвации в России. Что если Россия, а как бы у нас никаких границ нет, девальвирует свой рубль, то российские товары становятся для белорусов дешевле, а белорусские товары становятся дороже, если белорусский рубль остается, условно говоря, там привязанный к этой даже валютной корзине, к которой он сейчас привязан. И в итоге получается, что экспорт из России начинает валить в Беларусь, белорусские товары нахрен никому не нужны, потому что они дешевле, ну, как бы дороже становятся даже российских. И в России никто не хочет покупать белорусские товары. Ну, то есть даже в этом случается жопа, да. И третий эффект. Для того, чтобы сбалансировать эту торговлю, Лукашенко придется белорусский рубль опускать.
А как только он начинает белорусский рубль опускать, это как бы начинается такая, знаете, как принцип домино. Начинает обваливаться все-все-все, начиная от кредитов, всяких валютных обязательств, что там еще у нас обвалится. Вот эта вся система по контролю ценами, которой они так хвастались, которая продержалась, ну, там уже почти год, и даже у нас была дефляция в стране, да, то есть все это просто накрывается медным тазом, нужно переписывать все цены, все менять, плюс все белорусики автоматически становятся вот этих по 500, превращаются уже по 300, и автоматически становятся беднее. И сегодня это как бы только ленивый, по-моему, на этом совещании не сказал об этом. Красиво сделал, знаешь что, этот Крутой, знаешь, как он это назвал? Сейчас я вот открою себе и зачитаю. Он сказал как-то, надо идти на экономические уступки России. Как-то так это он красиво сформулировал, но ему же надо все это облекать. Секундочку. Крутой признал в необходимости жертвовать экономической эффективностью в торговле с Россией. То есть, чтобы все понимали, вот то, что я сейчас описал в 2 словах, это была главная тема обсуждения сегодняшнего на совещании Лукашенко. Реально они достигли потолка, во-первых, в экспорте, даже при том выгодном курсе российского рубля. Теперь же, в связи с обвалом российского рубля, возникает колоссальная проблема, что делать белорусской экономике. Еще одна прикольная штука, мне это просто порадовало. Кремль, сегодня комментировал все эти обвалы российского рубля, и Песков, у него работа такая. Это смешно было. Задвигать какую-то лапшу. Говорит, внимание к курсу доллара – это рудименты прошлого. Я думаю, что когда Лукашенко будет с Путиным общаться в Бишкеке, они там собираются как раз обсудить, наверное, эти проблемы с курсообразованием и как будет торговля устроена. Путин ему просто скажет, да, чувак, ты не парься, это рудименты, ничего страшного. Сам же хотел в Советский Союз, там же вообще трудоднями скоро с ним будет расплачиваться. Да. И он просто ему будет какими-нибудь этими электронными рублями. Будет просто ему печатать какие-нибудь специальные рубли, свободно конвертируемые российские рубли специально для БССР. Для конверсии. Добавить только можно, что ни Лукашенко, ни его эти прихлебатели, похоже, вообще не знают, что с этим делать, потому что они прямо говорили, что Лукашенко говорил, и не надо придумывать мне, что тут какие-то отговорки, возьмите, сделайте, у нас там в Нацбанке больше 1000 человек работает, возьмите, придумайте. И Крутой такой, бу-бу-бу. То есть, видно, что ситуация с этими платежами, как минимум, просто, не имеет никакого решения. Я бы не сказал, Саш, так, что не имеет решения, если бы, знаешь, почему... Вот сейчас попробую по-другому. То есть, варианты, в принципе, можно найти. В том числе Национальный банк предлагает создать электронный рубль. Вот спрашивали, почему, зачем, что это такое. Это будет как бы аналог безналичного рубля. Нет. Это будет как раз аналог криптовалюты, которая имеет возможность, с помощью нее можно делать трансграничные платежи. То есть, условно говоря, расплатиться с каким-нибудь... я не знаю, там, индийским заказчиком или там китайским, какую-то систему для таких мгновенных платежей создать можно. Вопрос только в том, что они же еще и не платят. Вот это самая прикольная штука. То есть, ты гонишь этот вал чиновникам вообще по барабану белорусским, да, полугосударственная, вообще государственная экономика. Они загоняют, по плану там этих горящих автобусов, там чего угодно, побольше сбыть, а бабки как получить потом? А им говорят, у нас проблемы с платежами. А потом рубль обваливается, и, соответственно, остаются они ни с чем. И совершенно беспроигрышная для России схема, когда они, получается, загоняют Лукашенко в этот такой, как белка в колесе, да, или замкнутый круг, когда ты, с одной стороны, ничего не можешь сделать, кроме как производить этот товар и поставлять в Россию, потому что больше никто не покупает. Россия обваливает рубль, все твои возможности заработать на этих поставках просто срезаются, жирок срезается, и следующий шаг – это Лукашенко берет очередной кредит на создание производства, которое будет работать на Россию, которое
в очередной раз срежет этот жирок. Ну, то есть такой просто замкнутый круг, пирамида, после которой Беларусь останется колоссальными долгами перед Россией и, ну, Без голой задницы. да, не заработали, но как бы, бежали, хоть согрелись. Вот примерно Ну так. это просто классическая колониальная схема. Да. Причем, Я, ну, то кстати, есть, недавно... Да, Саша, извини, прослушал недавно какую-то одну лекцию по колониальной экономике, там вот прямо один в один. Каким образом Латинская Америка превратилась в просто отстойник мировой, это вот примерно по той же схеме они так торговали с Великобританией и США. ну, еще один можно предложить лукашистам способ решения проблем с оплатами. Можно загонять все в Россию этим валом, там на вырученные деньги покупать валенки, например, и веники. И белорусов обязывать ходить в валенках вот этих. Продавать им втридорого, таким образом финансировать еще какое-то время эту схему получится. Потому что белорусы и так заплатят. Подсказывай. А? Подсказывай, да. Подсказывай, да. Сейчас страну не узнаешь через 2 года. Валенки. Ну, на самом деле, Ужас. валенки и балалайки и так уже там. Да, сегодня, кстати, о валенках и балалайках, раз уж ты заговорил, это наш любимый Дюков сегодня собрал, я это назвал клиентелу, он собрал форум Россия и Беларусь, почему не Беларусь, а не Белоруссия, Дюков не доработал, видимо. Общая история, общая судьба. Ну, то есть он просто уже, знаешь, как это, кто-то принимает наркотики, кто-то смотрит порно, кто-то там компьютерными играми упарывается, а Дюков упарывается общей историей, общей судьбой. Он просто уже достал вообще всю Беларусь со своими этими нововведениями. Ему просто, я так понимаю, дали карт-бланш, и чувак просто себя реализует. Вот долгие годы он пытался найти, где же себя применить, и гнали его с ссаными тряпками из Латвии, Литвы, Эстонии, отовсюду просто. Ну и вот наконец-то нашелся закуток в мире, где он может фантазии все свои воплотить в жизнь. Он, кстати, сегодня много посвятил нашему, ну, довольно скромному новостному сообщению на сайте, а целых 3 поста у себя разместил, любовался собой, всячески, как это, обслюнявливал и перетирал косточки нам. Вот такой вот он у нас поклонник. Я просто отмечу, что, знаешь, как это, все это, конечно, можно превратить в хихи-ха-ха. Я предлагаю нашим зрителям, в очередной раз предлагаю прочитать наш материал. Мы его в 2021 году опубликовали. Он был в том числе построен на расследовании, по-моему, издания «Досье». Они получили переписку Чернова, и там были отчеты Дюкова в управлении какой-то там, не помню, как оно там, какой-то культуры. Ну, короче, в одно из управлений администрации президента России. И там было понятно, что человек просто напрямую работает на, по-моему, внешняя разведка там была, если я не ошибаюсь. Но на одну из спецслужб России, не скрывает этого и делает прям прямой вот конкретный отчет, что он сделал в Беларуси и в соседних странах. С фамилиями, со своей клиентелой. Вот сегодня вся эта клиентела была на этом форуме. Просто вот откройте, ничего тут как бы никакой тайны нет, он все это пытается превратить в хихи-ха-ха, а это вот конкретно чувак спалился. Вся эта информация в сети, в открытом доступе. Ну, там прямо у него он опубликовал такую таблицу по странам, в которые просто хвастался, сколько в этой стране у него проплаченных там профессоров, преподавателей и так далее. В Беларуси, да, больше всех их было. Вот. Ой, ладно, Саша. Ирма Барт пишет, что мое предложение уже реализуется, что в продмагах стало больше российских сладостей, бакалей и копченостей. Ну, да. А я вот, кстати, знаете что, смотрю тоже за этой статистикой, и даже есть это Белстата статистика, российская статистика, но это как бы не показатель, да, ты все равно это не можешь пощупать, мало ли что можно за этой статистикой спрятать. Пошло очень много сообщений от региональной российской прессы, условно говоря, там Кабардино-Балкария какая-то, еще какие-то вот эти республики национальные. Ну, то есть я даже не знаю, где это находится, но нужно логику их понимать. Условно говоря, есть там центральное правительство, а есть региональные власти, которым очень важно показать, что они, в том числе для своего населения, что они добиваются успеха какого-то, что растет экспорт в связи с сотрудничеством с Беларусью.
И они прям говорят, что у них просто взлетели продажи в Беларусь всего, там, начиная от макаронов, заканчивая, как ты, Саша, шутишь, валенками. То есть реально все идет на гора, и это информация вот последнего месяца. И это легко объяснимо, потому что российский рубль обвалился. То есть они вынуждены обваливать рубль из-за того, что у них растет импорт. И для того, чтобы финансировать импорт, как бы скупаются доллары и евро с рынка, российский рубль обваливается, при этом создается конкурентное преимущество для вот таких вот региональных предприятий, которые налаживают отношения с Беларусью. Тупичков. Да. Вот. Ну что, ты там хотел А видео вот какое-то показать? Ирма пишет, есть еще варианты, если метрополия как колосс на глиняных ногах рухнет, мы следом вопрос. Ну, я думаю, что это как раз тот случай, когда очень многое может измениться. Очень многое может измениться. Я еще раз проговорю эту довольно простую мысль. Я думаю, что первым на такие изменения отреагирует сам Лукашенко. То есть это первый человек, который побежит на украинскую границу плясать ГПК с украинским флагом. И очень многое будет зависеть, в том числе от белорусов. Будут ли они ждать, что оно само собой произойдет, изменения какие-то случатся, либо все-таки, в отличие от 2020 года, до конца доведут процесс, который приведет к смене власти в Беларуси. Вот. И еще одна большая проблема, кстати, по поводу там каких-то изменений в стране. Я думаю, что окажется огромное количество деятелей, популистов пророссийских, которые быстренько начнут окучивать электорат, наобещают кучу всего, и в том числе будут поддержаны огромным количеством бизнесменов и просто влиятельных людей, интересы которых завязаны на Россию. И это огромный вызов для белорусского народа не только сейчас сохраниться в условиях этой диктатуры, но и в условиях изменения ситуации не выпустить вот эту вожжи из рук, что ли, да? То есть добиться того, чтобы изменения случились правильные, а не какие-нибудь другие. Ну, Ладно, добавить Саша, можно, что да. только что, какой бы слабой ни была Россия, на каких бы там условиях она не там слабляла хватку с Беларусью, на Беларуси, можно вспомнить там 90-е годы, когда Россия сделала все, чтобы там белорусская экономика просто, ну, просто умерла, чтобы там белорусы ходили просто с голой задницей. И если вот, Ирма Барт, произойдет то, что вы пишете, действительно у Беларуси будет какой-то там период, когда можно будет вырваться, то нужно понимать, что на вторых же выборах к власти придут популисты, которые вот, будут использовать все эти проблемы, и в том числе для того, чтобы вернуть привязку к России. Это, Да, я это просто было тоже уже и в нашей истории, и в истории многих других стран, в той же Словакии. я тебя поддержу. Смотри, самый, наверное, для меня яркий пример – это Молдова. Россия, у которой Ельцин, у которой просто демократия и прочее, 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 вообще не стесняясь устраивает конфликт региональный, отжимая территорию Молдовы, и ничего не мешает демократическому правительству России, ослабленному, без ресурсов, все это заварить эту всю кашу, чтобы погибли люди, и чтобы Молдова до сих пор расхлебывала эту всю историю и не могла вырваться из лап просто, ну, я не знаю, советского тоталитарного строя соседней непризнанной республики. Вот такая вот история. Слушай, я хотел еще по поводу еще одну тему затронуть. Очень, может быть, коротенько, но все-таки мы ее должны в эфире проговорить, чтобы она у нас на память осталась. Я хотел бы поблагодарить журналистов, коллег из телеканала Белсат, это авторы программы «Ты день» на телеканале Белсат, которые провели расследование и немножко приоткрыли тайну на популярного блогера. Его зовут Злой Дальнобой, звать его Максим Кузнецов. Они раскрыли подноготную этого человека. У человека, оказывается, 6 паспортов. Человек, вероятно, был сотрудником, не сотрудником, а агентом ГУБОПика, либо милиции. И теперь, в общем, делает стремительную карьеру в среде дальнобойщиков, просто активист и прочее, прочее. При этом раздает угрозы направо-налево и, в общем, не И удаляет себя признается. из списков
людей, связанных с режимом. Ну да, да, и в том числе добивается удаления себя из списков черной карты оккупантов, которые ведут активисты. Руку к этому приложил зачем-то Александр Азаров. Тоже, в общем, довольно мутная история. Почитайте, в том числе на Белсайте это есть история, и на сайте Reform.by у нас это тоже история описана. Почитайте, ознакомьтесь, как-то будьте предупреждены. Все, Саша, у меня больше нет тем. Подожди, про опрос мы должны что-то сказать? Я не вижу его. Я тоже. Мы сегодня попробовали просто провести опрос и не совсем понимаем, как это выглядит, поэтому напишите, что вы об этом думаете. Может быть, в следующем эфире озвучим. И видео ты еще хотел напоследок. У нас пошло эхо. Все, давай точно будем сворачивать шарманку. А видео поставьте, да-да-да. Даць новому пакаленню. Гэтаму жыццё прысвяціла майстар з горада Беразіно Тацяна Талочына. У чым сакрэт цацкі, зробленай з любоўю? Зараз даведаемся. Что это за фашист? Все, мы свою программу выполнили. Эхо добили. До свидания. До четверга. Все, увидимся, до свидания.